6 октября в Абхазии стартовал первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба. Рассказывая об идее организации вокального конкурса, народная артистка Абхазии отметила: где, как не в Абхазии, проводить подобные мероприятия. В нашей стране поют почти все. У нас же такая поющая страна. У нас так любят музыку. У нас такие голоса замечательные рождает наша земля. И я считаю, что этот конкурс – это просто фундамент большого пути, краеугольный камень. Я бы очень хотела, чтобы этот конкурс стал ежегодным, но это уже посмотрим по ситуации мировой, как все это будет складываться. И чтобы этот конкурс превратился в праздник. У нас в нашем конкурсе будут проходить мастер-классы, будут проходить творческие беседы. То есть мы будем этот конкурс таким образом проводить, чтобы дать людям понимание того, что означает профессия оперного певца. Не просто кто-то вышел лучше спел, а кто-то вышел хуже спел. Нет. Задача нашего конкурса совсем не в этом состоит. Нам просто нужно сделать так, чтобы люди полюбили оперу. Получили поддержку нашего правительства в лице Александра Златинского Анкваб, поддержку Министерства культуры в лице нашего министра Даура Вадимовича Ковы. И вот вы видите, что сегодня мы уже начинаем его презентовать. Заявок на участие в конкурсе было много, более 50. Из Абхазии, России и Белоруссии. Страны дальнего зарубежья, несмотря на интерес к культурному событию в Абхазии, приехать, к сожалению, не смогли. Любой конкурс – это такое мероприятие, которое однозначно дает такой импульс и толчок, собственно говоря, к дальнейшему какому-то развитию. Да, уж я не говорю о том, что участие само по себе в таком мероприятии – это значительный такой эмоциональный заряд и импульс. А уж и победа, я думаю, что это однозначно будет большим-большим шагом вперед и, естественно, таким мотивацией к дальнейшему развитию. Судить будем строго, но справедливо, отмечает член жюри, заслуженная артистка России Яна Иванилова. Ну, сейчас пока мы не знаем, кто к нам приехал. Мы очень хотим послушать. К нам приехали какие-то певцы из Большого театра, да, из Мариинки. Поэтому у нас будет большой интересный конкурс. Напряженная борьба, да. И я вас уверяю, что это будет абсолютно честная борьба. Вот это мы можем гарантировать нашим жюри. Абхазская государственная филармония, где и состоится конкурс вокалистов, готова к приему гостей, отметила художественный руководитель культурного объекта Эсма Джения. Счастливы принимать этот конкурс у себя, потому что это действительно уникальный и беспрецедентный проект для Абхазии. Мы знаем, как много конкурсов проходит для эстрадных исполнителей, но никогда, ни разу не было конкурса для академических певцов, хотя так странно, Абхазия на экспорт выпускает исполнителей оперных, и почему-то вот как-то никто раньше не додумался проводить здесь конкурс. Молодец Алиса, я сразу ее хвалю и поддерживаю, потому что действительно такой конкурс правильно ему было здесь появиться, в Абхазии. Финалистам организаторы вокального конкурса приготовили много интересного, рассказывает Алиса Гицба. Речь идет о площадках, где в случае победы оперным певцам выпадет возможность выступать. У нас очень много специальных призов подготовлено. Например, сольный концерт в Геликон-опере, сольный концерт в Санкт-Петербурге, в центре Елены Васильевны Образцовой, сольный концерт на мексиканском телевидении, дебют в Нижненовгородской опере. Фонд Чайковского и фонд МЕК учредил специальный приз на лучшее исполнение произведения Петра Ильича Чайковского. Еще у нас есть специальный приз за лучшее исполнение современного композитора. Тоже я считаю, что это надо продвигать, потому что нельзя всю жизнь петь одного Верди. Нельзя. Надо расширять свой кругозор и исполнять также произведения, хотя бы Шнитке. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба будет проходить в Абхазской государственной филармонии с 6 по 9 октября. Завершится культурное событие гала-концертом и церемонией награждения финалистов. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.